Сегодня в России началось голосование за поправки в Конституцию России. Оно продлится до 1 июля включительно. Обсудим старт и всю кампанию вместе с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Илоной Макаренко. Илона Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, день очень насыщенный. Сегодня вы были и в Госсобрании Республики Башкортостан, и вот сейчас вы у нас и в интервью на Башкирском спутниковом телевидении. Удалось ли отследить, как началось голосование? В принципе, в общих чертах мы имеем представление о том, как оно началось, как оно стартовало, и о том, что оно однозначно началось, уже свидетельствует то, что подготовка к этому голосованию проводилась, хотя и в сжатые сроки, но очень интенсивно, очень напряженно, и нас обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты. Плюс к этому, естественно, мы провели обучение с всеми членами участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, подготовились технически, информационная составляющая также была на высоком уровне. Поэтому уверена, что и сейчас идет все в рабочем режиме, без чрезвычайных каких-то обстоятельств, происшествий, и все спокойно. Изначально говорилось, что будут работать УИКи в несколько часов, не с утра до вечера, но сейчас все-таки принято решение, что они будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Почему было пересмотрено это решение, да? И поподробнее, как будет соблюдаться санитарная безопасность? Такое решение действительно было изменено буквально вчера, в связи с тем, что нам поступило такое указание с ЦИК Российской Федерации. Мы откликнулись, соответственно, и изменили графики режима. Поэтому будем работать с 8 часов до 8 вечера. При этом никто не отменяет, естественное соблюдение всех санитарных норм. И так же, как и планировалось, они будут применяться в полном объеме и для членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий, и для голосующих, кто будет к нам приходить и к кому будем приходить мы. Честно говоря, для новостей мы готовили тоже материал и посетили один из УИКов, где посмотрели, как действительно обрабатывались поверхности на столах, дверные ручки. Кроме того, даже есть коврики при входе, и каждый час будет отклеиваться верхний слой. Известно ли, какая сумма выделена на соблюдение всех мер санитарной безопасности, да, и какие указания вы дали сотрудникам УИКов? Из федерального бюджета в республиканский бюджет было передано 321 миллион рублей для приобретения средств индивидуальной защиты, которые были такие приобретены у нас в республике и переданы уже непосредственно в территориальные избирательные комиссии, а они распределили все средства по участковым избирательным комиссиям для того, чтобы, это в зависимости от членов комиссии и в зависимости от количества голосующих, которые будут принимать участие, все эти средства были распределены, и у нас на участках, получается, вы действительно заметили, что это и антисептические коврики, и лентами ограждено эта санитарная дистанция, чтобы не... Вход один, выход другой. Вход и выходы разделены. Далее санитарная дистанция, это не менее 1,5 метра, естественно. И все, о чем мы неоднократно уже проговаривали, это и маски, и перчатки, как для членов, так и для тех, кто будет приходить. Одноразовые ручки, которые мы также будем выдавать. И, в пакете мы тоже конечно, видели, да. Все в течение, каждые 2 часа по рекомендации у нас будет обрабатываться антисептическими средствами, которых в больших количествах мы доставили на участковые избирательные комиссии. И плюс там Конституция и брошюры с указанием, разъяснениями, что за поправки к Конституции предлагается принять. Возможно, они будут тоже находиться, возможно, будут находиться, но это уже, поскольку мы не являемся лицами, которые объясняют поправки и агитируют за них, а мы только именно организуем день голосования, в частности, 7 дней голосования, то есть мы орган, который организует проведение и подготовку к голосованию, то, в принципе, возможно, что мы в мешочек и поправки, и Конституцию, и все это будет доложено, но я перечисляю как раз те обязательные позиции, которые должны быть вложены для каждого голосующего, или же, если он будет приходить, то просто переданы ему. Илона Анатольевна, сегодня началось голосование. Известно ли, сколько будет наблюдателей у нас работать?
Да, у нас будет работать более 30 тысяч наблюдателей, потому что планируется, что на каждом участке это будет не менее 10 наблюдателей. Дело в том, что, во-первых, мы же будем и по домам очень много посещать дома, потому что люди по разным причинам не захотят, допустим, или не смогут прийти на участок, не захотят в силу возраста или в силу той обстановки, которая все-таки сохраняется еще в стране. Поэтому мы будем и по домам ходить, а это, соответственно, 1 член участковой избирательной комиссии и 2 наблюдателя. И, соответственно, на участках тоже будут находиться в обязательном порядке наблюдатели и контролировать весь процесс голосования. Как вы ожидаете, какая доля будет тех, кто будет голосовать на дому, и на основании каких причин человек может пригласить к себе домой? Ну, грубо говоря, это к себе домой мы понимаем, что там целая процедура, что там отдельный пакет только передается, потом он забирается, да? Да. Доля большая будет таких, как вы считаете? Ну, вы знаете, что я не люблю гадать на цифрах. Вот сколько, как говорится, нам будет заявок, столько мы и посетим людей дома. То есть, поскольку у нас несколько форм голосования, это, во-первых, непосредственно участки, ну, традиционно, о котором все знают, то на дому действительно сейчас гораздо шире круг лиц, которые могут пригласить домой для голосования, и уважительность причины может заключаться даже в том, что просто не с кем оставить детей, предположим. Или же мы рекомендуем тем, кому старше 65 лет, все-таки оставаться дома, и мы предлагаем как бы всем обратиться к нам, чтобы мы пришли сами, и уже человек не выходил вот в зону риска и проголосовал тоже дома. Кроме этого, у нас возможно голосование вне помещения у групп компактно проживающих людей, у которых нет, допустим, участка избирательного на территории. Но это в каких-либо деревнях, допустим, мы также будем выезжать, и чтобы люди не передвигались в другую сельскую местность, там, в деревню другую для голосования, мы сами к ним приедем, чтобы они могли собраться где-то и проголосовать. Илона Анатольевна, как голосующие могут узнать местонахождение УИКа? Местонахождение УИКа у нас будет расположено там же, где оно традиционно располагалось. То есть, ну, те, кто ходит голосовать, они знают свои участки. Но, тем не менее, те, кто подзабыл, или же те, кто впервые будет голосовать, расположение УИКа можно узнать на сайте ЦИК Российской Федерации, можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг, или же можно позвонить по многофункциональному телефону 8 800 200 2020. Ну и также на горячую линию к нам в ЦИК можно позвонить. Телефоны также указаны на сайте. Ну и также в любой день он может прийти и проголосовать. В любой день может прийти, начиная с сегодняшнего дня, и, соответственно, выразить свою гражданскую позицию. И если поподробнее, кто может прийти на голосование? На голосование может прийти гражданин, который достиг 18-летнего возраста, который, кроме тех, кто по суду признан недееспособным или же находится в местах лишения свободы по приговору суда, вот, за исключением этих лиц. И имеет значение место регистрации? Место регистрации, конечно же, имеет значение, потому что мы все голосуем именно по месту регистрации, за исключением тех лиц, которые воспользовались у нас мобильным избирателем, так называемым, и прикрепились к месту, где они будут находиться в эти дни для голосования. Вот, то есть это можно было сделать до 2 часов 21 числа. Вот, и те, кто прикрепился, а их более 38 тысяч у нас в республике, они смогут голосовать там, где им удобно, по месту нахождения. Проговорите, пожалуйста, какой пакет документов нужно брать голосующему с собой, чтобы попасть на УИК? Голосующему нужно брать паспорт, либо документ, который заменяет его. Но это временное удостоверение, которое выдается обычно, если оформляется паспорт, утерян и так далее. Вот. Этого вполне достаточно. Конечно же, если у гражданина будет своя маска, перчатки и ручка, естественно, он может воспользоваться ими, но на участке для него приготовлены и ручка, которую он одноразово сможет расписаться и унести с собой, и перчатки, и маска. И, соответственно, он должен прийти на участок, показать в развернутом виде паспорт с того расстояния, которое будет доступно увидеть его данные. Ну, если попросить его, соответственно, снять маску, чтобы можно было сверить данные, и на этом все.
получить бюллетень и проголосовать. Илона Анатольевна, в коронавирусное время большое внимание к больницам. Как будет строиться по голосованию работа и для пациентов, и для врачей? У нас есть временные участки, и, соответственно, врачи и те, кто находится в больнице, они смогут проголосовать на временных участках, которые у нас предусмотрены для этого. Для этого до 17 часов 30 июня также нужно написать заявление о прикреплении к временному участку и, соответственно, проголосовать там. Вот. Ну и, в принципе, здесь технологии такие же, как и всегда сохранялись. Ну вот если бы вы, точнее, есть люди, которые сомневаются, идти на голосование или нет, что бы вы сказали таким людям? Я бы попросила их все-таки быть активными гражданами своей страны и прийти к нам и проголосовать, высказать свое мнение по тем поправкам, о которых, мне кажется, очень долго уже говорят и которые действительно социально необходимы, поэтому мы всех ждем. Ну и для нашего понимания, сегодня началось голосование, продлится оно до 1 июля включительно. Как будет идти вот эти 7 дней? И 1 июля тоже это какой-то особенный день будет, либо также с 8 до 8? 1 июля будет с 8 до 8. Особенность его заключается в том, что это как бы основной день, который был обозначен в законе. Это будет, во-первых, нерабочий день. И, соответственно, как бы, ну, как раз можно будет сделать какие-то праздники в этот день, и будут проводиться различные мероприятия, опять же таки, это и лотереи будут проводиться, и продаваться различная продукция по ценам ниже себестоимости, насколько вот мне известно. Мы не занимаемся организацией этих мероприятий, но, тем не менее, как бы в курсе, что в этот день будут вот проводиться различные такие мероприятия, которые тоже будут способствовать, наверное, явке у нас на участках. Спасибо большое, Илона Анатольевна. И сегодня в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Илоной Макаренко мы говорили о старте голосования по поправкам в Конституцию России и о всей кампании.